пока заместитель главы Министерства строительства и прочие лоббисты неконтролируемого завоза мигрантов из Средней Азии потрясают общество своими безумными фантазиями в вопросе о том, что без мигрантов Россия утонет в горах мусора и стагнации экономики, в Общественной палате Российской Федерации собрались эксперты, общественные деятели, назвавшие нынешнюю ситуацию одной из главных угроз национальной безопасности, и потребовали поставить заслон неконтролируемому завозу дешевой рабочей силы. Особенно актуальным этот разговор стал сейчас, когда, благодаря блестящей операции американских спецслужб в Афганистане, к власти в этой стране была приведена террористическая группировка «Талибан». После захвата ими запада Афганистана, провинции Хорасан, миллионы афганцев, узбеков и таджиков могут хлынуть в Россию. Количество нелегальных мигрантов у нас настолько большое, что пора самим себе в этом признаться. На самом деле, по данным источников РИА ФСБ России, речь идет как минимум о 9 миллионов мигрантов, из них чуть ли не половина приходится на Москву и Московскую область. Мы прекрасно знаем, насколько повышается криминогенность в стране именно из-за нелегальных мигрантов, прежде всего, из Средней Азии. И никакие мантры либеральных экономистов о значимости иностранной дешевой рабочей силы для развития экономики нельзя ставить рядом с вопросами безопасности российских граждан. Президент Путин на словах тоже неоднократно отмечал, что путем привлечения мигрантов невозможно решить демографические проблемы страны, однако на практике мы видим в стране прямо противоположную картину. Сумма, которую мигранты отправили своим семьям из России, 13 миллиардов долларов в 2020 году. То есть 1 триллион рублей уходит из семей граждан России в чужие. Все эти проблемы должны быть решены. Конечно, в законодательном плане у нас недостаточно делается для решения проблемы незаконной миграции и этнической преступности в России. Политика — это не слова и заявления, а прямые действия. Это не обсуждение стратегий и вековые стенания, мол, как мы можем кого-то обидеть. Мы всех примем, обогреем, все это уже осталось позади, как и ссылки на страны ЕС и их опыт привлечения мигрантов. Мы не собираемся копировать ошибки европейских стран, которые сегодня платят пособие детям мигрантов, приехавшим к ним 30 лет назад, второе поколение уже не хочет работать. Приведу несколько цифр и фактов из Москвы. 30 августа в Некрасовке произошла массовая драка мигрантов, 29 августа драка в Сокольниках, 27 августа драка на Бауманской, 27 августа драка в хостеле в Новой Москве, 20 августа массовая драка с участием мигрантов на футбольном поле. 5 августа драка со стрельбой в Мытищах, 66 человек задержано. 30 июля драка на Красносельской около Ашина, 12 июля в моем округе в Кузьминках на площади перед метро состоялась массовая драка с участием 180-200 человек. Если хотим, чтобы это продолжалось, можем и дальше обмениваться заявлениями. Пассионарные молодые люди из Средней Азии сегодня выходят на улицу, просто чтобы развлечься и подраться. Если наши правоохранители считают это нормой, значит, они не справляются с главной задачей защиты прав и интересов граждан России. И поэтому, когда нам говорят, что привлечение мигрантов сокращает издержки бизнеса, нет, дорогие мои, оно сокращает издержки владельцев этого бизнеса. Придется вам поменьше задирать цены и поменьше кушать, но брать на работу наших граждан. Теперь, что касается Афганистана. Огромная страна, которая большую часть своей истории воюет, оказывается во власти террористической организации, вокруг которой сформировались другие структуры экстремистов. К сожалению, многие наши СМИ преподносят вывод американских войск из Афганистана как поражение США. Я глубоко убежден, что это не поражение, а одна из самых удачных операций их спецслужб. Под видом ухода они создают зону напряжения, управляемого хаоса, который будет блокировать и Китай, и Россию, и все страны СНГ, и все среднеазиатские республики. Мы должны понимать, что вскоре афганские беженцы,
иммигранты являются основной проблемой для правоохранительных органов России. На территории Афганистана проживает много этнических таджиков, которые находятся в опале у режима талибов. В случае чего они побегут к нам через Казахстан, и 1 миллиона таких беженцев будет достаточно, чтобы начался хаос по всей России. Также необходимо обратиться теперь к кавказским гражданам России с просьбой о том, чтобы они прекращали поддерживать мигрантов по принципу того, что якобы они мусульмане. Повторяю, закачка в Россию мигрантов из Средней Азии в дальнейшем будет представлять угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Хочу отреагировать на последние события, произошедшие на Кавказе. Я уверен, что все вы уже смотрели ролики, там, где вот разъяренная толпа пошла ловить евреев, охотиться на евреев, которые, кстати, вот там по их данным якобы гостит в одной из гостиниц. Позже мы также видели ролики, где обозленные тетки там выступают с флагами, кричат там против евреев, там требуют их наказать, там выдворить. Ну, в принципе, лично я не удивлен всему этому. И я тут многим нашим горским евреям, выходцам из Кавказа, вот уже многие годы говорю, пытаюсь донести до них, да, что те якобы наши соседи, с которыми мы жили на Кавказе бок о бок, и никогда, я отмечу, ничего плохого им не делали. Тем не менее, они всегда в большинстве своем, не все, конечно, не буду обобщать, но в большинстве своем, как минимум, нас недолюбливали, презирали, а некоторые ненавидели всей душой и всем телом. Хотя в те далекие времена, вот, да, в 90-е, вот эта лжепропаганда, она не была такой активной, как сейчас. Палестинцы тогда вообще, о них никто не знал, как бы, и эта тема, она особо не муссировалась в прессе, социальных сетей тоже тогда не было. Вы, дорогие мои евреи, пытаясь мне что-то доказывать, вспоминая там приятные моменты совместной жизни, все это чушь собачья. Злость, зависть, ненависть у большинства из них, она присутствовала еще тогда, но ее было мало. Это у них постепенно вот это вырабатывалось все больше и больше. И сегодня вся вот эта желчь, она выходит наружу, но уже в других масштабах. Так как их головы затмил радикальный ислам, ничем не отличающийся от фашизма. Им не нужна правда. Они руководствуются чувством солидарности к таким же, как и они, исламистам. К таким же исламистам, как они, которые убивают во имя Аллаха. Которые режут, насилуют, режут головы и кричат при этом Аллаху Ахбар. Их безграмотность и невежество по вопросу так называемой Палестины не имеет никаких пределов. Они уверены, что до того, как образовался здесь Израиль, тут был такой народ, как палестинцы. Хотя есть достаточно исторических данных, фактов, что на этой земле до нас здесь вообще были англичане, это была британская колония, а ранее тут были турки и так далее. Уважаемые северокавказцы, теперь к вам. Я бы, конечно, мог пройти через все это мимо, но не получается у меня. Все-таки есть что-то, что до сих пор нас вот связывает с Кавказом. Ведь мы, евреи на Кавказе, прожили целое поколение. Там около 2500 лет, если не ошибаюсь. Кстати, это в разы больше, чем те арабы, да, за которых вы сегодня топите, якобы, которые здесь вот проживали на этих землях Израиля, Палестины. Вы повелись на уже пропаганду, так как вы слабы. Вас сделали такими. Из вас сделали марионеток. У вас нет своего мнения. Обратите внимание, что еще не так давно у вас было хоть что-то своего. Ну а сегодня вы и это теряете, приняв на себя вот арабо-бедуинские вот эти ценности, обычаи и нормы. Вместо своего флага, который, я уверен, многие из вас даже и не знают, как он вообще выглядит, вы поднимаете выдуманный какой-то арабский флаг. Вместо вашей национальной одежды вы переоделись в эти арабские халаты, напоминающие женские платья. Вот эти головные уборы и даже борода. Все это не ваше. Где те джигиты с усами, с попахами на лошадях? Где это все? Это все постепенно превращается для вас в маскарадный костюм на какие-то праздники, да? Где ваша мужественность, вот эта честь, которая была? Вы уподобились вот этим дикарям, которые толпой нападают на людей. Вместо того, чтобы стремиться к цивилизации и не теряя при этом своих обычаев, вы превратились в бедуинов-арабов. Не имея ничего против них, конечно, да, но это их особенность культуры. Это все ихнее, не ваше. Это все вам навязано. Я расскажу вам почему. Вы это проект. Подумайте. Чей именно? Додумайте сами. Вами управляют и манипулируют. Вы сегодня в глазах цивилизованного мира
Да? Вот спросите у любого там, в Европе, в Америке, неважно. Ассоциируйтесь как террористы-фанатики. И это будет еще больше и больше. Запомните мои слова. Вот такие вот, в кавычках, козлы отпущения, они на протяжении истории всегда были нужны. Чтобы всегда можно было вот на вас свалить все, вот все грехи. На нашей планете, да, вот вы все знаете, существует некая такая элита, которая довольствуется всеми благами, развивается, живет. А есть рабы, есть дешевая рабочая сила, зомбированная толпа, стадо. Ведь вас стравить друг против друга не составляет большого труда, запомните мои слова, и это еще будет, это не за горами. Вас еще не до конца использовали, подождите.